У нас со связью проблемы у некоторых на слегах, но они будут подключаться постепенно. Мгм. Мы можем, если надо, подождать немножко. Есть в этом необходимость. Хорошо, ждем еще немножко. 2 минутки, 3 минутки. Так, Айталина, ты здесь же, да? Да, я здесь. Да, я здесь. Да, я предупрежу, пока вот момент такой, да, мне нужно будет где-то в 10:30, 10:40 отключиться. Я сейчас в командировке нахожусь, вот, поэтому Айталина, она расскажет в целом про OneClick Якутия, да, раскроет сервисы, возможности, вот, поэтому, ну, вы с ней останетесь до, получается, якутскому времени, до 17 часов. Вот в той части, где я расскажу, там, ну, отведем время для ваших вопросов. Хорошо. Айталина, представьте, пожалуйста. Халланова Айталина Андреевна. Так, ну, я, наверное, вот с этого, потому что немножко... То есть являюсь руководителем сервиса по работе с населением. Расскажу про наш сервис, про нашу платформу. Ну, Иван начнет, а я продолжу. Хорошо. Ну, можно, наверное, приступить уже. Не будем терять времени. Подключается у нас на слега. Хорошо. Ну, друзья, всем доброго дня. Меня зовут Иван Степанов, как представили. Мы люди очень активные, инициативные, идейные. И на сегодняшний день мы ведем ряд ключевых проектов в нашей республике. В частности, вот наша организация, автономная некоммерческая организация по поддержке стратегических инициатив, была создана в 2018 году, в мае месяце, да, и она была создана изначально под тот проект, который называется «Пространство коллективной работы. Точка кипения». И я сейчас запущу основную презентацию, потом много других презентаций, да, по отдельным проектам. Мне, да, демонстрация экрана есть возможность продемонстрировать. Хочу вот, ну, поприветствовать всех еще раз и поблагодарить организаторов за то, что нас пригласили. Это наш первый опыт участия в выходных днях. Правильно же называю, да? Выходные дни. Сейчас я открою. Гражданские выходные. Гражданские выходные. Еще рано, да. Да. Хоть и еще не выходные, но тем не менее в будни можно проводить такие мероприятия. Это очень здорово. Мы считаем себя частью гражданского общества. Мы некий мост между органами, ну, властями, да, вот, и между обществом, да, между населением. И наши проекты, они как раз вот дают такую связку. Как видите, название достаточно интересное, да, говорит само за себя. Мы занимаемся темой будущего серьезно. Ну, здесь я о себе, ну, давайте о себе расскажу. Закончил я 3 учебных заведения, ЕГУ, еще тогда, да, Высшая школа экономики и еще Дипакадемия Министерства иностранных дел РФ. Да, это 2 последних, это магистратура. Все прям вокруг стремления, ну, как бы все это строится на основе того, что вот человек стремится к самореализации, к саморазвитию и так далее. Поработал я в секторе НКО, был руководителем ряда общественных организаций, получал в 2007 году номинацию «Лидер года» на бале молодежи нашей республики. С 2006 года, да, вот мы когда вели общественную деятельность активно, по 2009-2011 годы, мы были одними из таких ключевых, ну, лидерских общественных организаций молодежных, которые действительно вот реализовывали проекты, в том числе путем участия в грантовых конкурсах. Сфера деятельности разная, в том числе на госслужбе поработал здесь
в Москве, в Министерстве экономического развития. Сам тут человек достаточно творческий такой, да, вот, поэтому здесь можно все это увидеть. Так, ладно, это пропустим. Если, смотрите, вот по уставной цели, да, когда организация создается, вот изначально нужно понимать, какую уставную цель, какую ключевую цель мы закладываем в документе. Эта цель, она всегда есть, и она определяет, для чего создана организация. В нашем случае это оказание услуг, так как оно автономная некоммерческая организация, и здесь уже дальше услуг в чем, да, здесь определяется, указывается. Для развития граждан, поддержки продвижения общественно значимых проектов и стратегических инициатив и для прогресса в целом общества, экономики, технологического прогресса, для внедрения новых форматов, моделей, подходов, да, для взаимодействия представителей органов государственной, муниципальной власти, бизнеса, общественной организации, общественности, ученых, экспертов и граждан. И как же мы это делаем? Но прежде, смотрите, я вот здесь мысль свою скажу. Возможно, это будет полезно тем, кто хочет вот создавать организацию и ищет форму. Вообще, вот, если вы объединяетесь с несколькими гражданами для того, чтобы воплотить в жизнь ту или иную идею, либо какую-то пользу приносить обществу, то это можно как общественную организацию создавать. Это очень просто. В принципе, все простые, но наиболее простой и удобный вариант – это общественная организация. А вот автономная некоммерческая организация, да, она больше для серьезности своей деятельности. Если у вас серьезные намерения, если вы хотите работать в долгую, создаете организацию, где вы будете уже более серьезно относиться к ведению своей деятельности там, в части трудового законодательства, в части налоговых выплат, это обязательно, да, в части вообще организации деятельности внутри вашей организации, да, допустим, там штатное расписание делаете, там все прописываете, у вас есть заместители, и вы уже, серьезная, полноценная организация. В нашей стране в основном такие организации созданы, конечно же, с участием государства. Но когда гражданское общество само по себе развивается, становится еще серьезнее, осмысленнее, да, то можно создавать и такие организации. Такие организации, организационно-правовой формы, как оно есть и в нашей республике, но по России это очень такая популярная сфера деятельности, форма. Так. Что касается наших проектов, как мы воплощаем в нашу жизнь нашу цель. И, как я говорил, вот точки пения, она была создана в самом начале, в 2018 году, в сентябре мы открылись. Это такое пространство коллективной работы, где вживую представители различных сфер деятельности совместно генерят те или иные проекты, обсуждают, как вместе, что можно делать, проводят по разным актуальным темам мероприятия, приглашают экспертов, приглашают власти. На самом деле вот эти проекты, они изначально инициированы Айсеном Сергеевичем, и точка пения это появилась тогда, когда Айсен Сергеевич еще был мэром города Якутска. И он постоянно сюда приходит. Вот. И это площадка, где можно без галстука обсуждать те или иные вопросы. Да? Очень удобная такая площадка, формат. И этот формат был создан московской такой структурой, называется Агентство стратегических инициатив, АСИ. Наверное, слышали. На сегодняшний день порядка 100 таких пространств по России существует. Вот. И наша точка кипения, она стала 14-й по счету. Вот. Что дальше? Да? Давайте OneClick. Вот, если вкратце, то это такая платформа, где, через которую смотрят, следят за теми проблемами, которые существуют в Якутии. Да? И она также направлена на то, чтобы граждане, власть, бизнес взаимодействовали, совместно решали те или иные вопросы. Мы чуть позже откроем сайт, посмотрим тоже. Значит, новая модель села – это не просто проект, это большой проект проектов, вот, и называется стратегическая инициатива. Она инициирована сельчанами.
Появилась она в точке кипения в мае месяце 2019 года. И больше, ну, уже 1,5 года прошло, мы активно работаем по этому направлению. Мы, как ОНО «Индустрия будущего», тоже включились в эту инициативу. Мы ее продвигаем, мы ее доносим, мы ее распространяем, мы привлекаем больше, вовлекаем людей, организации. И, в принципе, вот мы пришли в такую фазу, когда мы уже, ну, можем серьезно о ней, ну, как сказать, ну, решать более такие серьезные вопросы, да, организационного характера. И эта модель, она направлена, ну, здесь написано на обновление человеческого капитала и так далее, но она в первую очередь должна дать новые пути развития, да. И их может быть несколько, но вот в нашем видении она, ну, сформирована, и мы видим это до 1935 года. Вот. Ну, понимаем, что... Так. Да, понимаем, что село наше, да, оно же сформировалось в начале 20 века, и были иные условия, иные реалии того времени, а сейчас другие. И вот наши села, они должны прям быть, ну, должны соответствовать новым веяниям, изменениям и выжить в это сложное, непростое время в 21 веке. Вот. И мы вообще с селами, сельской местностью, сельчанами активно работаем и говорим, можно сказать, на одном языке. Хоть мы и в городе, хоть мы о прогрессивном, но тем не менее мы выезжаем, много работаем, и чуть позже там я расскажу, как это происходит. Ну, это площадка, так, надо было открыть. Есть повестка, но она в этом году обновилась, мы уже отметили 2-летие точки кипения, и у всех точек кипения есть такие повестки и направления, да. Здесь цифровизация, креативные индустрии и так далее. Вот мы по ним работали, и сейчас мы сузили, и у нас сейчас их 4. Так, новая модель села. Ну, она должна быть адаптивной, независимо от того, в какой части нашей республики внедрять, допустим, эту модель, да, то мы должны, независимо, Арктика, южная часть Якутии, большое село, маленькое село, адаптивное. Экосистема, если помните, мы понимаем, это взаимосвязанная такая система, которая сделать так, чтобы все друг другу были полезны, и как наша планета Земля. Раз-два. Меня слышно, да? Ну, плохо. И тут мне что связь слабо. Если что, плохо слышно, да? Так, сейчас. Странно. Сейчас меня как слышно? А лучше? Подскажите кто-нибудь лучше. Хорошо. Значит, новая модель села, вот, ну, здесь много терминов, но я надеюсь, что понятно. И на селе должен появиться другой уклад жизни, да, вот, с новыми видами занятости, бытом, да, и так далее. Здесь расписано, как это происходит. По этим моментам мы отдельно можем с вами, ну, тоже поговорить, пообсуждать и раскрыть, возможно, что-то, да. Мы работаем в 3 пилотных таких селах, где мы опробируем, где-то хорошо идет, где-то медленно, где-то слабо, да. Но вот самое такое успешное село в этом плане по апробации новой модели села является село Титабя Хангаласского улуса. Там проживает порядка 800 человек. Вот. И там много всего мы уже внедрили, создали там ряд проектов реализовали, например, это полигон практик Самартай на базе СХПК Самартай. Это образовательно-производственная такая площадка, и там практикуются студенты. Этот проект помогает решению боли СХПК в части кадров, нехватки кадров. Потом запустили... ну там же мы и Каливин. Вот, кого есть? Микрофон, у кого включен?
Илья Рахимова, УАЗ, Кобельский ВУЗ. Организаторы есть, да, которые могут помогать в этом вопросе, если, ну, чтобы все выключить все звуки микрофона. Так, ну и вот, есть пространство коллективной работы с ID. Это то же самое, что точки пения, но для, ну, это сельский формат. О нем тоже отдельно расскажу. Вот ну, его внедрили, сейчас там туристический кластер создается. В общем, в принципе, все очень интересно, да. Направления, вот направление тоже видно. Про OneClick мы отдельно тоже расскажем. Есть сельский микрорайон, тоже Сатабул, да, называется. Он был разработан для села в Черопчинском Улусе, называется, так, сейчас скажу, Бориса, Деринг, вот село Деринг, там тоже немного людей, 800 человек. Так, пространство коллективной работы с ID, это вот, как я сказал, практик. Команда, очень все это важно. Так, давайте я новую модель села еще более раскрою, наверное. Ну, мы изучили, в общем, да, коллеги, ну, наше село – это результат коллективизации, индустриализации начала 20 века. Мы прошли через совхоз, через колхоз, совхоз и вот нынешнее село, где проживает большое количество сельчан, да, людей. Вот. И это связано, как здесь написано, с пятым технологическим укладом. Ага. Так, сейчас. Добрый день, коллеги. Пожалуйста, все звук выключите, пожалуйста. И я им, участник. Ага. И, значит, при переходе на новый уклад жизни технологический происходит большое количество, ну, катаклизмов социальных. И много возникает таких, ну, как, ну, есть те проблемы, которые нерешаемы. Вот они, наряду со всеми другими, которые здесь указаны, они присутствуют, да. Ну, молодежь не заинтересована, качество человеческого капитала, образования, отток населения и так далее. И есть коллапс нерешаемых проблем. Они накопились, и власти, органы муниципальной власти не всегда способны, да, решить, в том числе и республиканские, и федеральные власти, за что и хаят общество, да, органы государства, ну, управления. Вот. А есть, это очень серьезная тема, мы ее изучаем, знаем, да, поэтому, ну, имейте в виду. Так, здесь я хочу показать про старую модель, новую модель. Я словами уже объяснил, рассказал. Здесь, наверное, важна эта наша гипотеза, что драйверами развития села в формате новой модели это должны быть школа и дома культуры нового типа. Они совсем другие должны быть, они должны перезагрузиться, назначение у них должно тоже немного поменяться или дополниться. Это кадры. Для того, чтобы кадры появились, тоже нужны соответствующие условия. Это местные сообщества, то есть гражданское общество, это фермеры активные, заинтересованные, и предприниматели, которые готовы создавать рабочие места, запускать интересные проекты, свои стартапы, ну, через стартапы выходить вообще на бизнес и так далее. Так, гипотезы пропустим. Ну, здесь хотелось бы отметить то, что мы изучили тоже ряд там наработок, в том числе Алексея Елисеевича Кулаковского. Нам нравится методика воспитания и развития личности Сатабыл Петра Петровича Кондратьева, ну и другие работы российского и мирового значения тоже мы изучили, имеем в виду. Да? Так, это я показал. Так, ладно. С этим, в принципе, понятно. По селам я рассказал. Есть ли у вас вопросы, коллеги? Вот по новой модели села. Соф, да? У меня вопрос есть, да. Вот если мы вот хотим создать коворкинг-центр, например, да, центр, чтобы для молодежи был, да, какие-нибудь методические рекомендации у вас есть, да? Ага.
Ну, смотрите, вот я хотел перейти к следующей презентации. Это про коворкинги, но это не простой коворкинг. Это место, куда действительно приходят люди, представители разных сфер деятельности и совместно работают. Поэтому так называется. Да? Но в сущности, в сути, это коворкинг. У нас прямо сейчас таковых методических рекомендаций нет. У нас в планах создание 50 таких пространств до конца 2022 года. Первое пилотное пространство мы запустили, и до конца этого года мы готовим метод-рекомендацию, и в первой половине следующего года 5 новых пространств появится. А вообще в следующем году должно появиться 14 пространств. Давайте я расскажу, и, возможно, уже все вопросы снимутся относительно коворкинга. Значит, смотрите, мы создаем сеть сельских пространств коллективной работы. Здесь указаны логотипы. 100 городских лидеров. Есть такая платформа федеральная, но есть и программа специальная, которая ускоренно развивает проекты и команды этих проектов. Называется акселерационная программа. Акселератор – это ускоренно развивающее место. Мы выиграли грант Фонда президентских грантов в этом году, получается, да, в прошлом году подавали заявку на этот проект. Нас поддерживает республика в лице, Айсен Сергеевич тоже знает, считает актуальным, нужным, министр инноваций Анатолий Семенов, наша организация, здесь логотипы, точки пения, это все связано, да. И мы вот сейчас вернулись с Сочи, где была заключительная часть акселератора, и мы представляли этот проект. Здесь мы говорили о разных простых проблемах, но в конце в итоге вышли на, опять же, ту же модель. Да? Она устаревшая, и все проблемы, все причины медленного развития – это эта модель. Вы согласитесь, что немного изменилось за последние 10-20 лет. И быт, жизнь, работа сельчан, хозяйство, все такое же, да. Скучно, молодежь уезжает, отток населения происходит, опять же. И такие пространства, они должны дать новое дыхание. Саңатын килдерехтахтер. И, соответственно, мы создаем такое решение. Общественное создание мы должны поменять, перепрограммировать село, то есть код развития, на что упор, какие драйверы, что мы должны делать. Сельчане здесь могут саморазвиваться, коммуницировать, это новый формат, качественный формат коммуникации. Доступ к различным ресурсам тоже через, допустим, ресурсный центр СОНКО, да, тоже можно больше получать информации. К мерам поддержки, да, разные организации в республике есть, так называемые институты развития, которые оказывают помощь в развитии бизнеса, экспорта, в образовательной сфере. И также ресурсы, точки кипения. У нас большая сеть по всей России, да. Мы помогаем с заинтересованными людьми вам коммуницировать, да. Это министры, это руководство республики, это предприятия серьезные, да, республики, с которыми через эту площадку можно коммуницировать. Как вы знаете, мы это стали обозначать, очень позитивная динамика в обществе происходит уже достаточно давно, чуть ли не, возможно, с 90-х, два движения есть: трезвое село, трезвая Якутия и добрые дела, моя Якутия в 21 веке. И это показатель того, как сознательно относится общество, сельчане к своему развитию, к своему здоровью. И таких движений, проектов, инициатив должно быть больше. И мы считаем, что как раз Сайды поможет в этом. Наша цель, здесь, да, я уже сказал, это трансформация, перекодировка села. 50 пространств мы должны создать. Кто наша аудитория? Это вы, по сути, да, жители села с активной жизненной позицией. Это молодежь, учащиеся, предприниматели, фермеры, представители органов. Здесь указано государство, но здесь имеется в виду муниципальной власти. И мы создаем эти пространства на базе уже существующих помещений в библиотеках, в культурных центрах.
Мы ничего нового не строим, не предлагаем строить. Какой эффект целевая аудитория, да, если смотреть, то население получит новые форматы мероприятий, образовательных в том числе, проектная деятельность, общение, коммуникация и знакомство с новыми людьми, полезными людьми, выход на экспертов как федерального, так и республиканского уровня. Значит, муниципалитеты получат новые смыслы и парадигмы развития. Возможно, там, где мало и не очень эффективно используются помещения, могут использовать их более эффективно за счет такого пространства. Вот про пилотное село, здесь можно посмотреть. Находится не так далеко от Якутска, 80 километров, на том берегу реки, напротив Покровска. Было так, стало так. Но здесь еще есть внутри помещения другой переговорки, ее не видно. Вокруг тоже много всего там интересного, пуфики, диванчики и прочее. Есть своя повестка развития у этого пространства, здесь они указаны, все связано с новой моделью села, это некое ключевое, базовое, да? Но здесь внутри дальше есть такие направления, как развитие человеческого капитала, то есть образование, здоровье, культура, оцифровка села, технологизация сельского хозяйства, комфортная среда, бизнес и туристическая кооперация. Уже все работает, все идет, в принципе, в этом направлении мы проекты имеем. Планы по масштабированию, посмотрите, вы здесь есть. Много зависит от вас самих, коллеги. Мы никому не навязываем, мы рассказываем, мы показываем, и села, муниципалитеты сами на нас выходят, говорят, да, нам это нужно, да, нам это понятно, мы готовы этим всем заниматься, вот, давайте у нас создадим. Мы вас включаем в очередь. Когда большое количество желающих, мы планируем провести конкурс. Это точно будет во второй уже половине следующего года. Здесь примерно мы указали населенные пункты, но может быть больше. И независимо от населения, количества, да, населения можем создавать. Что касается финансовой части, то требуется порядка 3,5 миллионов рублей на то, чтобы запуститься, подготовить помещение, запуститься и первый год работать. Участвует в финансировании больше муниципалитет, нежели республика. Да? Но здесь разово могут содействовать, но мы еще и прорабатываем. В отдельных случаях могут и предприниматели участвовать, и это очень важно, чтобы вы привлекали. Могут предприятия крупные. Мы тоже в своей части будем помогать. Здесь тоже зависит, в дальнейшем, конечно, мы, привлекая финансирование, будем помогать. Наша команда, вот, я руководитель проекта, да, и коллеги, курирует нас Анатолий Скалонович, министр инноваций. Вот. Резюмируя по этому проекту, то мы вам помогаем в том, чтобы село нашло новые смыслы, новые коды, да, на что делать упор, драйверы развития. Используем существующие помещения, экономим бюджет и используем наш опыт по точкам кипения. Так, хорошо, на этом все. Есть вопросы по сайды? Сейчас мы перейдем к OneClick. Вопрос тақыт то сақалы егін вопрос күдің берекетін сөп әпетте. Привет. Здорово. Привет. Вопрос плохо, да? Вопрос плохо. Дальше бараханди. Она из проект ПЦ. Ключевой проект. Цифровая платформа OneClick Якутия. Интернет, да? И ты пожалуйста, связка. Обратную связь дайте, пожалуйста, представителей гражданского общества и наследников. Интернет, да? Без контакта хайда ради ангардас или истер olur. Обратный контакт ордук покидёну кытта. Ага, то и давайте олеген вопрос тахыт то этилер. Билебинен агачы кирен хитести бекке халдым алин. Мгм. Ай дагара.
Вникайдавак колоровна так. Обратный тух надо войн. Сөп. Ким бар? Ите тикенниттен санатын ду, вопрогун ду. Едіндерін сөбе. Очень все интересно. Для нас это очень актуально, потому что как бы у нас между селами большая отдаленность. Есть удаленные населения, села, которые фактически, где вот школа, клуб является единственным вот таким вот центром в селе. И для нас очень актуально создание вот таких центров коллаборации, чтобы подключить население к развитию. Оловор ити Ага. нехилек обраха дем болладе оловор. Батта Из мадил сел. олого туруга дем больше. Облик Ага. была. Красивый иди там. Ага. Красный цвет, синий цвет. А это была из туттан эги Джоно Яханата. Менталитета яханата духовна исейгете туга барта кирет болладанна. Ос олорор условията учваттанарим ба. Настроя, ага. Бете тап Кини туаққа народ туаққа бағарара общество тугу гынын кескилдää көрөри онно туаққа жулухарайым барта кирет. да. Ты скиль дилгар диргит ровно. Бият плятатта. Или Allah Риэл турар. Анна минин кемге. Ты да херакора таны, ты бли. Не всегда соответствует поллади. Вот. Таны саңа пока релбах ютубуна негенен ону тута саха серегер халаларын тугугарген болла. Олорун билелер, сайдалар. Дальше воровта. Следующая презентация, следующий проект, то, о чем мы хотим сказать, это One Click Якутия. Истивикита. Лангриди стенаха. Истивипит. One Click. Сэп туттага. Кеме туттуутаду? Ота технический түнен нахайдарыгара хаттарда ататак туғын исқоғанын теориятын өрекпетім қолыбыт лангрид. Журналистика бир көріңеде туға әйгеттен. Артыскаты чөй болуына дагин қолыбыт. Қатуала. Индеген. СМИ. СМИге тақтар боллан жаан дойдуғы оллан грид нөңі тақтаған онна тоқтуын аннотациялан кәпсир күрдік қайығын. Ол тиемаған, ылбыт тиемаған арыяқтаққын онын. Хаңа көрің. Аттан ұрыққығынан баран білігін хамай пандемия кемегет хамай тоқ спростақ көрің болан әрет. Сөп, чәкәпсі. Бұл болағына One Click ден сөп. Идея-то деманнык. Ой, сахлыгавсан, давайте по-русски. В общем, граждане могут инициировать свои предложения, взаимодействовать с государством, да, и как-то влиять на принятие тех или иных решений, грубо говоря. Создана данная платформа Айсеном Сергеевичем в 2013 году, когда он был еще мэром, и большой опыт, вся эта практика, она сейчас перешла на республиканский уровень. Портал имеет, ну, как бы вот упор на 4 аудитории: общество, население, органы государственной власти, органы местного самоуправления, бизнес. Изначальная идея, она была как бы, ну, в том числе решать проблемы жителей республики в целом, в том числе сельчан. Возможность она такая есть, что человек пишет, обращается, и потом данное обращение, оно уходит в органы управления, да, органы власти разных уровней, в зависимости от специфики ответа, запроса. Здесь цель вовлечь жителей Якутии в процессы управления и показать о том, что действительно вот граждане могут приносить вклад республике.
Здесь задачи тоже не прописаны, в принципе, понятно. Есть отдельные такие разделы, мы о них расскажем, покажем, и Айталина более подробно, да, расскажет. Есть чат-боты, через мессенджеры можно тоже обращаться. По каким сферам можно писать, да, свои обращения. Они здесь тоже прописаны, начиная от коммунальных услуг, заканчивая развитием там туризма, науки. Вот. Портрет пользователя в основном, ну, женщины, вот, и города больше, из города Якутска. Но мы активно работаем с муниципалитетами, с муниципальными образованиями, районами. Здесь мы открыты ко всем, мы готовы с вами сотрудничать и делать так, чтобы этот инструмент был полезен вам. Есть связь с точкой кипения. Действительно, это два таких уникальных пространства, ну, уникальные площадки, оффлайн и онлайн. То есть точка кипения очно, да, OneClick это онлайн, заочно. Дальше. Ну, так, на этом все, кажется, последний слайд этой презентации. Давайте я вам... Сейчас загружается. Видно, да, вам? Да, видно. Сейчас. У себя. Связь пропадает. Сейчас слышно? Это я загружал сайт? Да, слышно. Ага. Якутия.клик. Основная часть здесь, основная информация вот здесь появляется. У нас конкурсы начались, да, вот тоже расскажет Айталина. Здесь подается заявка на ту или иную решение той или иной проблемы. О, вот. Это последний, что было. И есть сервисы. Вот по новой модели села здесь есть отдельный раздел, тоже можно зайти, здесь подать заявку, предложение. Мы хотим, чтобы люди разделились своими предложениями, в том, чтобы, ну, идеями, в том, чтобы в целом в нашем обществе возникало вот понимание того, как развивать, улучшать жизнь на селе. Есть другие сервисы, на гранты главы, я думаю, уже подавали в начале этого года. Вот, конкурс, ну и другие тоже есть сервисы, например, жизнь после ковид мы пока отключили, видимо, да? Вот, есть отдельно был раздел, связанный... Нет, Ваня, он есть на главной странице, там, как где листают сервис, вот здесь. Справочник абитуриента, да, он был актуален летом. Ну и ряд других тоже сервисов были, да. Мы их в зависимости от времени, актуальности, их там заполняем, либо отключаем. Ну, собственно, вот этот сайт такой, это платформа, это не просто как бы имеет отношение распространять информацию, как СМИ, а это возможность, самое простое, это решать проблемы, да, информировать соответствующие органы власти, и возможность сделать так, чтобы люди, находящиеся там отдаленно друг от друга, там внутри улуса, либо в целом по республике, совместно воплощать в жизнь те или иные интересные там идеи. Да? Вот. Хорошо, коллеги, я вот в целом рассказал, сейчас тогда передаю Айталине слово. Айталина уже более наглядно расскажет о сервисе. Так, можно мне, пожалуйста, демонстрацию экрана? Я тогда сейчас отключаю. Я прошу прощения, мне нужно, да, сейчас дальше общаться. Мы открыты к сотрудничеству, да, в заключение. У нас есть вообще задача плотно работать с муниципалитетами, и мы ищем общественных представителей сельской местности, независимо центр улуса, либо это наследие. Поэтому вы к нам обращайтесь, наши контакты, в принципе,
Может быть, мы тогда будем исходить из той позиции, ту, которую они нам предоставят безвозмездно, то и будем отображать. Надеюсь, было интересно, полезно. Ну, так уже гораздо легче будет. Я отключаюсь тогда. Как говорится, рабочих моментов. Спасибо, Иван Васильевич. за- Хорошо, тогда я ВДНС еще Спасибо большое. этот вопрос. Я могу начинать, да? Пожалуйста, начинайте. Мгм. Так, ну, у нас есть мониторинг проблем. Он заключает в себя, как уже рассказал Иван, ну, в частности, решение проблем и вообще обращение внимания на то, что у всех жителей Республики Саха-Якутия есть проблемы. Также, получается, мы наряду с этим получаем аналитику реальную, да, где, в каком улусе, в каком населенном пункте беспокоят те или иные вопросы, на которые может наша власть посодействовать в этом, да, в решении тех или иных вопросов. Вот. И получается, здесь может это делать. Вы сначала регистрируетесь с помощью смс-кода, в чем он заключается. Собственно, потом описание идет, и потом выбираете категорию. Но если вы не знаете, к какой категории относится ваша проблема, вы ее просто пропускаете. Далее пишите здесь адрес. Здесь я быстро находит. Если что, до 3 файлов, да, вот переместить и затем отправить. Также есть возможность скрыть пользователей, потому что все заявки у нас не отображаются. Возможно, ваш сосед или кто-то еще подал аналогичную заявку, и вы можете подписаться на нее. Александра Маргарита Отключите, Выключите пожалуйста, звук, микрофон. пожалуйста, те, кто не выступает. Вот, и, собственно, вы уже, когда подписываетесь на ту или иную проблему, вот, вопрос по коронавирусу, как понять, что у меня ковид, да, и вы хотите знать, какой там ответ, и вы подписываетесь на него, и все уведомления к вам приходят на электронную почту, которую вы указываете у себя в личном кабинете, она находится вот здесь, да, мой профиль, мои обращения, мои подписки, вот. И также у нас есть вот по рубрикатору можем определить, сколько, какой теме, какая тема наиболее охватывает, по какой теме наиболее есть больше проблем. Как сказал Иван, у нас больше проблем, конечно, сейчас в городе Якутске, потому что они, ну, в городе Якутске был в 2013 году, и они уже привыкли пользоваться OneClick, и поэтому подают в сельской местности. Здесь его про нас даже не знают, и там, ну, не так, как в городе, да, то есть не такие проблемы. Вот. И также у нас еще есть WhatsApp-бот, вы можете нам по номеру 707, то есть 8-914-2-707-113 отправить свое обращение, если у вас нет доступа к компьютеру, да, то есть с помощью телефона, это можно очень простым способом сделать. У нас WhatsApp-бот предлагает ряд наших сервисов, допустим, выберите такую цифру, выберите такую, если выбираете там вопрос по ковиду и так далее. Вот, и потом также на WhatsApp-бот приходит к вам ссылка, вы открываете ссылку, и по ссылке видите ответ, предоставленный нашими специалистами. Наши модераторы полностью обрабатывают вашу заявку, то есть они смотрят, нет ли каких-нибудь матерных слов там, допустим, да, или за позитив. Вот, ну, на этом все. Есть ли еще у вас вопросы сейчас по мониторингу проблем? Я вас слушаю. 8-914-2-707-113. Наш WhatsApp-бот. Так, здесь надо бы, кстати, добавить этот номер на сайте. Кстати, ну,
На этом все по мониторингу проблем. Есть у нас также гранты главы. Про гранты главы рассказывать, думаю, не нужно. Порядок заполнения, все у нас в подробности все описано. Так, они у нас вот здесь вот в сервисе гранты главы. Открываете, и, соответственно, тут выходят конкурсы, там и так далее, по какой теме, приказы, все НТА, они все приложены. Есть существует ряд вопросов, которые актуальны, да, допустим, по данной теме. Есть телефон техподдержка, ну вот техподдержка, это и есть вот наш номер по WhatsApp-боту. Он у нас функционирует как техподдержка, потому что он может принимать звонки тоже. Вот. На грантах главы, думаю, не будем останавливаться. Начнем сейчас про справочник абитуриента. Он у нас был очень актуален летом, когда в рамках ковид очень было все непонятно, будут ли дети вообще, ученики учиться, студенты, да, и здесь каждый абитуриент может задать свой вопрос. Также у нас там были, значит, актуальные вопросы, вот они, да, нужна ли справка об отрицательном, ну, самые актуальные, которые могут возникать у любого студента, где можно пройти медкомиссию, потому что все больницы были закрыты, и это было очень сложно. Также есть федеральные вузы, они все вот по рейтингу, и есть еще тесты на профориентацию. Ну, это очень полезно, я думаю, да, то есть ученик не знает, куда подаваться, что, как делать, и может задать здесь вопрос. Также есть помощь родителям. Здесь тоже отвечают вопросы на актуальные вопросы. Отвечает так, о чем чаще всего спрашивали Минпросвещения, там, ну, здесь можете зайти, если вам интересно. Вот. Ну, это более информационный, скорее всего, сервис по предоставлению информации. Так. И потом у нас есть сервис, я сейчас перехожу на другой сервис, это называется «Жизнь после ковид». Здесь также есть ответы на актуальные вопросы, то есть как можно воспользоваться кредитами, каникулами по новому закону, как нужно будет оплатить по кредитам или займам после льготного периода, то есть там же все долг накапливается и так далее. Вот. Меры поддержки какие есть, потому что многие оставались без работы на этот период, и думаю, что эта информация достаточно актуальная и на данный момент тоже. Ну и про новую модель села Иван вам рассказал в подробностях. То есть она вот у нас здесь есть. Вот она. Сюда заходите, подаете заявку. Не буду уже повторяться. Также есть у нас рубрикатор новостей. Да? Это вот наши новости, которые, вот они, которые наш агрегатор выявляет от сайтов, берет от официальных сайтов и смотрит, какие наиболее актуальные новости, и просто они здесь дублируются. Ну и, собственно, на этом все. Если у вас какие-нибудь еще вопросы, я вас слушаю. По мониторингу проблем, если быть более подробными, да, то мы заключаем соглашение с ресурсоснабжающими организациями, а также с улусами. На данный момент у нас улусы заключили Алданский, Янгинский, Анабарский, Верхневилюйский, Кобейский, Ленский, Нигино-Кангаласский, Момский, Намский, Мирногринский. Ой, подождите, это аналитик, это Постнер, прошу прощения. Ну, Кобейский у нас точно заключил, у нас с ним есть соглашение. Хотели бы, конечно, чтобы все абсолютно были подтянуты в это.
Меня слышно, да? Это вот сегодня в 5 часов. 5 часов. Слышно, слышно. Я точно еще Ага, потому что наушники уже. Ну, я слушаю вопросы, я готова на них ответить. И там будет окончательное решение, видимо. Не знаю, странно, что нас не пригласили, не ссылка, ничего. Алло. А у вас какие-то материалы будут, да, для рассылки? У нас, да, через МФЦ мы сделаем рассылку наших материалов, то есть вообще информацию про сайт, что он из себе несет, и по мере поступления, допустим, если кто-нибудь приезжает в город Якутск из УЛУСа, да, представитель какой-нибудь, он идет в ВАГИП, соответственно, там передают вот наши макеты, и мы уже договорились с МФЦ, и в МФЦ будут наши раздаточные материалы. А по электронной почте отправляете? Да, конечно, можем отправить по электронной почте. Можно в чат написать почту, да? Электронная почта у нас info@yakutiacollectak. У нас Мы свою почту можем написать, да? В чате? ну да, можете отправить свою почту, кстати, я потом в чате посмотрю и перешлю вам макеты. Хорошо, спасибо большое. Участники, уважаемые, задавайте вопросы. Вообще так-то мы еще сейчас находимся в поиске амбассадоров, то есть это также те неравнодушные граждане, которые хотят участвовать в развитии нашей республики. Они, возможно, видят некоторые проблемы, которые не решаются годами, и также могут отправить нам в наши сервисы обращения, и мы их обработаем, предоставим ответ и постараемся, если, допустим, какое-нибудь предложение подходит под наш сервис, мы можем подключить его в этот сервис и уже отрабатывать уже в таком порядке в рамках какого-нибудь сервиса. Никто не хочет задавать вопросы? Всем все понятно, да? Здравствуйте еще раз. Задавайте вопросы, уважаемые участники. Ну, если нет вопросов, выражаем благодарность Айталине за подробное описание всех возможностей наших, находясь дистанционно, что мы можем посмотреть, увидеть и где можем участвовать. Ну, у нас не у всех есть возможность зайти посмотреть. У некоторых наследников связь не очень хорошая, но постараемся зайти, все посмотреть, изучить конкурсы и так далее. Да, кстати, это является основной из проблем. То есть, когда у нас очень плохой интернет и так далее. Спасибо большое. Спасибо вам. Ждем вас. Ага, спасибо, Айталина. Мы ждем вас, всех участников ждем завтра с 10:30. У нас будет площадка по конструктору ресурсных центров развития инфраструктуры поддержки СОНКа в муниципальных районах.
Спикером будет Анжелика Тупицына, руководитель ресурсного центра поддержки СУНКО и активных граждан СПАП. Спасибо за внимание. До встречи завтра тогда. До свидания всем.